Добрый вечер, уважаемые любители футбола. Стадион Водник, город Находка. Прекрасная футбольная погода. Сегодня воскресенье. Стартовый матч очередного розыгрыша юношеской футбольной лиги зоны Дальний Восток. Встречаются команды «Океан» и «Якутск». Команды 2007 года рождения. Буквально полчаса назад закончился матч между этими же командами, но 2008 года рождения. Там у нас была зафиксирована боевая ничья 1-1. Ну а что будет сегодня здесь у нас с вами? Мы с вами будем наблюдать уже в ближайшее время. Команды на поле, вы их видите. «Океан» в белых футболках, синих трусах. Гости напротив в синих футболках, белых трусах. Так, составом. Якутск в воротах Максим Полищук, номер 1. Алексей Башуров, номер 24. Никита Гамзяков, номер 17. Константин Гохвейс, номер 7. Пауза. Гимн России. Четвертый. И Владимир Синтяков, номер 13. Главный тренер команды Владимир Юрьев. «Океан» в следующем составе. В воротах Михаил Кельчанов, номер 1. Даниил Атиков, номер 4. Артем Гарин, 10. Артем Иванов, 9. Владимир Колмаков, 5. Владислав Негреба, 23. Владимир Нижников, 7. Валентин Нижников, 7. Владимир Пак, 27. Роман Семячкин, 22. Даниил Чубов, 19. И Руслан Шамшурин, 21. Это основа «Океана», которая сейчас слева на ваших экранах. И в запасе по 35 номерам Никита Бров, номер 17. Платон Бежецких, номер 13. Леонид Борисов, номер 20. Дмитрий Корниенко, 77-й Тимур Рябов, 18-й Роман Степанов и 11-й Максим Ступару, главный тренер команды Роман Куклин. Судейская бригада сегодняшнего матча в следующем составе: Денис Рязанов, главный арбитр из Владивостока. Кузьмин Илья также представляет город Владивосток, и Андриенко Кирилл, второй помощник из города Артема. Панченко Максим, резервный судья. Инспектор сегодняшнего матча Сергей Борисович Александров. Собственно говоря, все у нас готово к тому, чтобы начать играть в футбол. Еще раз напомню, стартовый матч нового розыгрыша юношеской футбольной лиги. И гости с центра.
И быстренькая атака там. Сердцов сейчас по левому флангу. Зарабатывает угловой для своей команды. Навес. И в аут. Ничего не стали выдумать. Тут защитники, мяч в аут. Гости из-за боковой, с левого фланга своей атаки. Садриев. Нижников. Не точно. И аут. Аут. Подталкивали, да, судья там все видел. Сейчас подталкивали Семячкина. Иванов у мяча. Хороший навес. Попытка удара. Ну, там все не точно. Голкипер спокойно мяч забирает. И сейчас отворот. Встречались команды в прошлом сезоне. Понятно, что есть некие смены в составах, но, тем не менее, соперники друг друга, в общем-то, прекрасно знают. Поэтому разведка, если и будет, то она будет недолгой. Я думаю, поэтому посмотрим. Посмотрим. Я думаю, что нас интересная игра сегодня ждет. Ну и погода. Погода, конечно, замечательная, абсолютно футбольная. Прошел сегодня дождь в первой половине дня. Но сейчас поле в очень хорошем состоянии. И практически безветренно, пасмурно. Играй не хочу, как говорится. А вот тем временем Климов. Кельчанов. Доходит передача до Шамшурина. Иванов. Перевод в штрафную. Там защитники на месте. Никого здесь на подборе нет. Гарин. Нижников на Иванова. Тот еще один прострел в штрафную. Рикошет, но там на месте. На месте Полищук. Спокойно мяч в руки забирает. И на Сердцова. Показывает там Сердцов, что была игра рукой, но по мнению арбитров не было там нарушений сейчас. А вот гости. Климов. Сердцов там рядышком с ним. Ну, разобрали всех игроки Океана. Шамшурин тут боролся и аут. Зарабатывает для своей команды. Иванов. Нижникову. Нет. Там Захаров. Еще раз Иванов. Мяч у Океана. Пытается там Семячкин. И что? Отворот, отворот. Опускает мяч за лицевую. 5-я минута у нас подходит к концу. Ну, пока все в таком разведывательном, скажем, порядке происходит у нас на поле.
Ну, первый матч, понятно. Волнение и все прочее. Шамшурин тем временем на Иванова. Тот подключает Нижникова. Перевод. Шамшурин столкнулся с Колмаковым. Слава богу, что без последствий. А гости пытаются левым флангом, а вот здесь сейчас не прав, по мнению арбитров. Чубов. И штрафной со своей половины. Якутск исполнит. Гамзиков быстренько на фланг своего партнеру. Там, в принципе, свободно. Тот сразу подальше, поближе к штрафной. Шамшурин. Гамзиков. Колмаков подключился, аут. Климов. Защитники. Гарин. Колмаков не сумел обыграть. Перевод на левый фланг. Успеют защитники? Защитники успевают. Все в пределах правил. Неплохой перевод, но на месте. На месте здесь защитники. Никого здесь нет, кроме игроков команды гостей. Чубов аут. Сердцов. Атиков вроде и вынес, а мяч опять в штрафной Океана. Продолжают гости атаковать. Шамшурин. Не было там игры рукой. Арбитр находился абсолютно рядом. Рудых пытался пробить, попал в руку защитника, но все там было в прижатом положении. И никакой попытки изменить полет мяча не было. Заброс штрафную гостей, но там четко все. Гамзиков контролировал вместе с Полищуком. И уже правым флангом перевод вперед, но явно в положении вне игры Гохвейс был, поэтому к мячу и не стал стремиться. Судья, соответственно, не стал поднимать флажок. Быстро мяч возвращают в игру. Шамшурин борется. Пак. Аут Океан. Колмаков. Опять никого, кроме защитников. Иванов. Можно зацепиться. Нет, не получилось. Иванов там, Гохвейс на острие, но Иванов с нарушениями. Не стал идти к этому мячу. Соответственно, нет остановки. Пак. Шамшурин. Рикошет. Можно побороться. Гарин. Колмаков выиграл вверху. Семячкин пытался подключиться в борьбу. Аут. Колмаков. Еще один аут. Ну, 10 минут позади, пока ничего особо острого команды не создали. Понятно, что
Нужно время понять, нащупать слабину, войти, так сказать, в игровой ритм. Отворот. Чубов на месте. Сердцов борется. Вот так вот довольно опасно было все. А мяч-то остался у гостей. Сердцов. И что здесь было? Вороткевич то ли пытался партнера подключить, то ли пробить поворотом, но ни то, ни другое не получилось. Океан правым флангом двигается вперед. Потихоньку, неспешно. Гарин. Перевод налево. Там Пак. Колмакову уже нельзя отдавать, его уже стерегут, прикрывают. Пак смещается в центр. Показывает ему Иванов, что можно сюда сделать передачу, и она проходит. Иванов у лицевой. Навес. Колмаков. Попытаться обыграть, прострелить. Колмаков нет. Вторым касанием не дали ему. Пак, быть может, навесить. Нет, решил сыграть с Нижниковым в стеночку. А тут не совсем все расторопно. И сейчас гости. Замешкался немножко Рудых. Иванов не доходит до Шамшурина. Аут. Иванов. Атиков. Чубов. Пак. Ну, пока все поперек поля. И опять там сразу же Колмакова стерегут. Не дают в бровку открыться. Не точно передача. Пак. С мячом. Чубов. Атиков. Показывает Колмаков, что он один совсем там... Свободная зона, он не видит его партнера, а ведь действительно там просто пустота сейчас. Иванов. Нижников. Вот, вернулся. Вернулись защитники. Подприкрыли. Пак. Ну, такой полупас. На месте Климов. Простите. Да, точно. Иван Климов. Из аута гости. Нижников. Сердцов. Ну, это не опасно. Совершенно не опасно. Пак потихонечку тут пытаются с Кельчаном чего-то разыграть. Атиков. И не точно. Гохвейс подстраховывает партнеров своих. Гарин. Семячкин. Негреба на фланг. Иванов. Навес. Ох, неплохо-то как! Вот момент. Вот это был момент. Действительно. Здорово Иванов навесил. Здорово. И там Шамшурин головой пробил. Голкипер на месте. Ну а совершить второй удар уже защитники не позволили. Полищук. Отметив его игру в этом эпизоде. Сыграл надежно. Гарин.
Гарин. И нарушает правила. Там Атиков в борьбе с Рудых. Штрафной гости. Практически с центральной линии. Гамзяков. Сильно в штрафную. Сброс. Там Кельчанов. Кельчанов и Рудых там защитники контролировали. Пак. Нет, не получилось. Аут. Пока все вверху. А, вот еще один Океан бросит. Нижников с Колмаковым отыграли друг в другу. Колмаков покатил, да там никого, и отворот. Семнадцатая минута подходит к концу. 0-0 у нас по-прежнему. Ну и, скажем так, эпизод Шамшурина, наверное, пока единственный, который действительно нес в себе опасность для ворот. И на этом все. Иванов, Шамшурин. Не дают ему пройти. Здорово там Егоров играет. Тут Гарин. Гости аут разыграли. Никого там, кроме Пака. Но не дошла до Семячкина передача. А вот здесь можно подобрать. Колмакова подключить. Что арбитры? Арбитры считают, что все было в пределах правил. Колмаков лежит на газоне, поднимается. А вот тут нет, играть. Мяч остался у гостей и штрафной сейчас будет. Гарин там был неправ в центральном круге. Без желтых. Пока без желтых. Гамзяков. И Гамзяков. Никита. 17 номер будет исполнять штрафной. Сильно в штрафную Океана. Рудых. Вернулся там на место в оборону. Помог своим защитникам Иванов. Ну, угловой. Угловой, уже второй угловой. С левого фланга атаки гостей. Навес. Ух, как оно, но... Слава богу, что все так было контролируемо. Иванов пробрасывает, убегает. И как здорово поборолся до конца. И чисто Радкевич. Все четко выверено в мяч. Хороший подкат. Иванов. Атиков. Вновь Атиков. Кельчанов. Двигает туда, к штрафной гостей свою команду Кельчанов. И сильный пас вперед. Там побороться. Гамзяков. Гохвейс.
Шамшурин, Гарин. Посетитель Нижников, Шамшурин. Семячкин, Шамшурин. Ну, вот так вот зарабатывает Шамшурин хорошую позицию для штрафного удара. Океан будет бить. Пак отправляется к мячу. По свистку. Стеночка. 4 человека в стенке. Ну, позиция-то хорошая. В принципе. Метров 25. Пак. Гарин. Нижников. Пак бьет в стенку. И что тут дальше? Колмаков. Угловой. Или... нет, аут. Аут будет практически от углового флажка. Ну и там в борьбе нарушают правила игроки Океана. И сейчас быстрая передача вперед. Туда на Гохвейса. Пак. Чубов назад своему голкиперу. Тот возвращает мяч Чубову. Нижников. Сохранил. Аут. Гости. Так. Ну, вот так попеременно пытается и одна, и вторая команда поменять фланги и, скажем так, векторы атак своих. Но пока ни тем, ни другим это не приносит никаких дивидендов. Гости. Правым флангом. Гарин. Подальше своей штрафной. Нижников. Нет, не получилось. Вновь мяч туда, в направлении штрафной площади. Защитники. Не поспевает Шамшурин и нарушает правила. Сейчас штрафной уже будем наблюдать. Ну, проиграл он здесь позицию, конечно, Захарову и подталкивал того. Ну, приблизительно та же самая позиция, которая была буквально несколькими минутами ранее у ворот Якутская. И сейчас Захаров. Захаров у мяча. Ну и тут в центральном круге Семячкин и Шамшурин остались. Захаров бьет прямо в руки Кельчанова. Вот Кельчанов побыстрее бы, если бы, но не стал спешить Михаил. А там, в принципе, всего 3 защитника и 2 нападающих Океана было. Ну, впрочем, давайте не будем забывать, что это все-таки стартовая игра сезона. И еще многие вещи нужно вспомнить, многие связи наладить. И уровень турнира, конечно, это не первенство Приморского края. Ох, Нижников неплохо здесь подключился. Шамшурин с нарушением выиграл борьбу вверху. Полищук будет исполнять штрафной. Атиков совершенно один здесь. Иванов не сумел как следует мяч обработать, принять. Садриев, простите. Атиков. И Рудых. Гости. Садриев. И Егоров не дал тут Шамшурину принять мяч. Сейчас Колмаков уже отрабатывает в обороне.
разобрались защитники. Аут. Аут показывают арбитры. Так. Но это было опасно, по мнению арбитра. Устремлялся Тавраткевич к этому мячу. И Пак так в высоком прыжке ногами сыграл. Это, конечно, опасно. И штрафной. Штрафной недалеко от угла штрафной площади Океана. Захаров вновь у мяча. Ну, есть там ребята в составе Якутска, которые могут сыграть наверху. Навес. Что показывают арбитры? Отворот. Башуров бил, играл точнее головой, но все не точно. Атиков. Назад к Кельчанову. Пак. На левом фланге Океан пытается развернуть. Не дал там выполнить передачу как следует игрок Якутска. А сейчас уже Семячкин. Что показывают арбитры? Океан будет бросать из аута. Колмаков. Неплохо было задумано, но на месте защитники. Прервана передача, и тут опять все в воздухе, и аут будет. Пак. Еще один аут. Никого здесь в центре штрафной площади. Атиков. Иванову, но чуть быстрее нужно было это сделать. Конечно, уже подприкрыли. Атиков пытался забегание сделать. Сердцов вперед на Гохвиса. Гохвис себе подбросил. Неплохо головой подыграл, но подстраховал сейчас Кельчанов защитников, которые проиграли единоборство. Пак. И вновь там прерывает его передачу Башуров. Никого здесь. Так. Упустит. Упустит аут Якутск. Чубов. Такие несколько неуверенных движений со стороны обеих команд. Мяч в итоге у Якутска. А тут Нижников не прав в борьбе с Радкевичем. Штрафной. Ну, пока такие несерьезные мелкие фолы. Ну и, соответственно, довольно много остановок в игре. Часто мяч в ауте. Захаров. Пристреливается Захаров. Но пока без особого успеха. 30 минут практически позади. И 0-0 у нас на табло стадиона Водник. Кельчанов Атикову. И еще раз аут. Захаров борьбу вверху выиграл, но там на подборе Гарин. А вот передача не точно, вновь Гарин. Вернулся, отработал свое. Артем Иванов сильно вперед в направлении 22 номера. Нет.
Негреба там уже подключался из глубины. А тут Захаров уже с мячом пересекает практически центральную. Нижников стелится в подкате, притормаживает немножко развитие атаки. Климов сильно вперед. Нет, не проходит. Пак. Одного, второго обыграл. С Нижниковым пытались стенку не очень удачно. Семячкин. Негреба это. Пак. И опять нарушение. Штрафной. Да, штрафной. Штрафной. Гамзяков у мяча. Сильно вперед. Гохвейс борьбу выигрывает, однако мяч уже за лицевой и отворот. Отворот. Кирчанов не спешит. 32-я минута подходит к концу. 0-0 у нас пока здесь в Находке на стадионе Водник. В матче между Океаном из Находки и Якутском. До Сердцова не доходит эта передача. И подмечу еще раз Егорова, который там высоко выпрыгнул, обыграл. Ох, как неплохо. Семячкин набрал. Передача! И что это? Шамшурин не попадает по мячу. Все для него партнер сделал. Сейчас Негреба нет. Хороший эпизод какой у Океана. Но здорово. Семячкин, конечно, сейчас прям протащил так. Продавил оборону. Вырезал. Просто попасть по мячу. Ну, не получилось. Не получилось у Шамшурина. Ничего страшного. Еще впереди. Почти 50 минут игры. Хороший эпизод в исполнении Океана. И Негреба неплохо подключился из глубины. Там защитники уже контролировали ситуацию. Не дали пробить как следует. Блокировали удар. Гохвейс. Нет, не проходит передача. Ну а тут уже так по-хоккейному сыграл Константин. Нарушение. Чубов. Атиков. Гарин. Атиков. На Пака бы перевести, но не получится быстро. Кельчанов. В центр. Там срезка, где Греба успеет. Успевает. И тут Нижников еще подключается. Колмаков. Получит передачу, да, если успеет. Успевает Владимир. Перед ним Климов. Колмаков. Негреба. Гарин. Перевод в штрафную. И никого здесь на подборе. Ну, Кельчанов. За боковую дает своим партнерам вернуться назад, занять позиции. 35-я минута, тем временем у нас уже первой половины матча. Еще раз напомню, 0-0. Ну и по моментам, да. Океан, наверное, 2-0 впереди, но моменты это не голы. А мы с вами знаем, как зачастую полумоменты превращаются в забитые мячи. Гости тем временем. С правого фланга сильный заброс в штрафную. Опасно, Сердцов! А вот и Якутск отметился. Там здорово сейчас Рудых подставил спину. И мяч в итоге оказался у Сердцова. Бил тот вроде так вполне акцентированно, но хорош на месте. Кельчанов. Шамшурин нет. Не проходит такое. Иванов. Шамшурин. Нет. Опять еще один аут. И вновь Иванов.
Атиков. Да, чуть быстрее было бы интереснее. Но, опять же, напомню, это еще весна, это старт сезона. Атиков. Колмаков показывает, что можно бы ему... Вот сейчас туда мяч в направлении Колмакова полетел, но не совсем. Вот чуть быстрее успевают накрывать. Климов уже перед Колмаковым. Колмаков. Неплохо, Паку. Можно сделать передачу. Передачу Пак делает, однако слишком сильную. И мяч уходит за боковую линию. Гостя из аута. С левого фланга своей обороны. Теперь Океан. Шамшурин. Пытается там разобраться. Еще один аут. С-под ноги Иванова мяч выбивают за боковую. Шамшурин. Иванов. Ну, это все очень просто для голкипера. Что Полищук и доказывает своими действиями. Атиков. Рудых. Радкевич. Все там в пределах правил. Иванов. А вот Рудых не прав здесь в этом эпизоде. Руками подталкивал, по мнению арбитра. Чубов у мяча. В направлении штрафной. Ну и там, не мудрствуя лукаво, Егоров подальше из своей штрафной мяч выносит. Аут Океан. Скидка. Гарин бьет. Защитники блокируют. Чубов. Хорош. Обыграл. Отдал Иванову. Иванов. Перевод в штрафную. Негреба. Удар. Гол! Хороший удар-то какой получился. 39-я минута. Владислав Негреба. Ну, наверное, логично. Все же у Океана было больше возможностей. Больше моментов. И вот это... Номер 23. Негреба Владислав. Счет становится 1-0. В раздевалку, конечно, обидно получать, но тут пробил здорово Негреба, что там говорить. И упрекнуть Полищука даже в пропущенном мяче, наверное, не повернется язык. Прям хороший хлесткий удар получился. Ну и там защитники, конечно, позволили это сделать. Больше претензий, наверное, к ним. 1-0 Океан повел. И у нас уже основное время заканчивается. Сейчас мы узнаем, сколько там арбитр добавил. А паузы у нас хоть небольшие, но были. Аут Океан. Ну вот своей настойчивостью Семяшкин тут демонстрирует дриблинг. Перевод не проходит на фланг. Нет, здесь здорово Гамзяков так немножко перекрест сделал по ходу движения Семячкина. И, собственно, тот уже к мячу никак бы не успел. А вот Полищук спокойно забрал его в руки.
Не получилось там обыграть. Серия рикошетов, и мяч в итоге оказывается у Якутска. Рудых. Пак не дает ему пройти. И упускает все же мяч за бровку. Гости будут бросать аут. Глухвис остроумно назад пяткой, но там никто не откликнулся. И мяч у Океана. Кельчанов. Атиков. Гарин. Кельчанов. Паку туда на левый фланг. Тот Колмакову. Колмаков возвращает мяч своему капитану. Вперед. На месте защитники. Гарин. Нижников. 4 человека в одной точке поля сейчас у Океана. Гарин Атикову. Тот назад Кельчанову. Ну, а Кельчанов аут. Ну, на ровном месте немного паники. Ну, разобрались в конечном итоге игроки Океана. Середина 43-й минуты. 1-0 впереди Океан. Благодаря голу Владислава Негребы. Серцов. С Равкевичем на коротке. Серцов. Пока все проходит. Гохвейс пытался пробить пенальти. Нет. Штрафной. Ну тут да. Вопросов нет. Буквально на линии штрафной. Мяч попадает в руку защитника Океана. Это опасно. И реальный шанс сейчас есть для того, чтобы попробовать сравнять счет. Рудых у мяча. Стенка. Отодвинуть нужно. 2 мяча, подсказывает арбитр от линии. Такое расстояние. Да, там буквально действительно мгновение. Ну и кто будет бить? Рудых отправляется туда, в стенку. Справляется. Справляется. Океан с опасностью, а Пак там, судя по всему, получает повреждения. Кельчанов потащил. Ну, все живы-здоровы, слава богу. Последняя минута у нас стартовала первого тайма. Момент был. Момент был и шанс был. Кельчанов на Пака. Тот сильно вперед. Нижников. Ах, не совсем получается передача. Гарин. Там никого нет. Зиков назад. Гарин. Точно. С Колмаковым. Колмаков дальше туда на... Гарин. Добежал. Включился в борьбу. Пытается обыграть у флажка, у углового. Что показывают арбитры? Отворот. Не будет ничего добавлять. Такое у меня ощущение, арбитр. Да, так и есть. Первый тайм окончен. 1-0. Впереди Океан, благодаря голу Владислава Негребы, который он забил на 39-й минуте. Команды отправляются отдыхать. Ну, давайте мы с вами сделаем небольшую паузу. Увидимся во втором тайме.
I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Do you wanna stay the night? 'Cause I don't wanna be alone. It's been weighing on my mind for too long, too long. Do you wanna save a life? 'Cause I just really need someone. I've been barely holding on, and I'm still running from my demons. I'm still hiding all my secrets, and I just need someone I believe in. Will you wait for me while I'm still healing? You know what to say every time I start to slip away. And I surrender, I surrender. There's no more falling down, I've hit the ground. So I surrender.
Сейчас сяду нормально. Поехали. Так, ну что ж, появляются у нас команды после перерыва. Напомню еще раз: 1-0, Океан впереди. Это Владислав Негреба на 39-й минуте открыл счет в сегодняшнем матче. Ну и по первому тайму, да, у Океана было больше шансов. Один из них привел к взятию ворот. Так, пока в составе Океана замен я не вижу. Ну и такое ощущение, что и гости начинают второй тайм ровно в том же составе, в котором стартовали. Напомню еще раз, судейская бригада сегодняшнего матча — это главный арбитр Денис Рязанов из города Владивостока. Помогает ему Адриенко Кирилл из города Артем и Кузьмин Илья из города Владивостока. Резервный судья Максим Панченко, город Большой Камень. Такая вот судейская бригада. Кстати говоря, первый тайм прошел вполне себе в корректной борьбе. Не было у нас никаких желтых карточек, да, и столкновения и небольшие повреждения. Понятно, их не избежать, это футбол. Ну а так, в целом, весьма корректная игра, когда команды сосредоточены на футболе. И это приятно. Ну что ж, второй тайм, все готово к началу. Поехали. Атиков, Гарин, Пак, Колмаков. Тут же рядом с ним два человека. Колмаков пытается обыграть, не получается. Климов там четко по месту сыграл. Колмаков. Пак. Атикову. Тут дальше на фланг Иванов. Навес штрафную. Нет, Нижников не успевает к этому мячу. Семячкин там вытащил его таким замысловатым движением. Заковырнул на Нижникова, но не очень-то точно. Тем не менее, угловой. Иванов отправляется к флажку. Правый фланг атаки Океана. Не так уж много угловых в сегодняшней игре. 3-й или 4-й всего лишь. Перелетает мяч через Чубова. Ох, а тут может быть опасно. Здорово, здорово. Сейчас подстраховывает своих партнеров. Негреба это. Чубав. Захаров. Мяч летает очень высоко. Центр. Гохвис. Здорово, Пак в подкате. Все красиво, чисто. Сначала мяч сыграл. Климов. Пак. Колмаков. Обыграл. Еще. Атиков. Ох, и проходит на Колмакова. Мячкин. Одного, второго убрал, покатил. Ну, не получится. Гол! Третья минута второго тайма. Роман Семячкин. 2-0. Ну, заслужил он этот гол. Чего уж там говорить. Хорошая атака получилась, но прошла там передача на Колмакова. Хотя... казалось, не пройдет. Проскользнул так мимо ноги защитника Якутска. Ну и дальше там уже Колмаков, Семячкин, Шамшурин пытались. И
Удар Семячкина оказался точным. 2-0. Океан повел в начале второго тайма. Ну, вот так вот в концовке первого, в начале второго. Неплохой задел. 2 мяча. Рудых борется с Колмаковым. За руку его придерживает. Уже и за майку. А Пак тут мяч вышкрявает для себя. Шамшурин лежит. Все в пределах правил, показывает арбитр. Рудых. Нет. Там Пак будет быстрее Гамзикова. Аут гости. Климов. Опасно! Опасно! Гарин там сейчас выручает. Но это не точно. Это не точно. Очень не точно. С разворота пытался пробить. Кто это? Радкевич. Семячкин ускорился вновь. Штрафной. Передача. Да что ж такое? Такие моменты, конечно. В первом периоде, простите, тайме нечто похожее было, когда Семячкин также прорвался по левому флангу, прострелил штрафную на Шамшурина. И тогда и сейчас Руслан не смог замкнуть эту передачу. Гарин. Колмаков. Пак делает забегание, получает передачу. Ой, как неплохо. Что там? Повреждения у Иванова. Ну, отправился Пак оказывать помощь своему партнеру. Вот тоже такой эпизод динамичный, красивый получился. Ну все, в порядке, все живые. Полищук. Мяч уходит в аут от ноги Егорова. Замена в составе гостей. Вместо Павла Сердцова, игравшего под 99-м номером, Александр Михайлов, номер 4, появился на газоне стадиона «Водник». Первая замена в сегодняшнем матче. Еще один угловой будем с вами наблюдать. От ноги Захарова за лицевую мяч отправляется. Иванов. Уже у углового флажка. Навес. Удар. Защитники выносят, но Пак первый. Обыгрывает. Нарушение правил. Неправ. Неправ здесь был Захаров. Проиграл единоборство и зацепил. Но опять пока без желтых. Ну, собственно говоря, ничего тут грубого не было. Игровой эпизод. Иванов у мяча. Иванов и Гарин вдвоем. Стенка. Тут не дает Гохвису за мяч зацепиться. Иванов. Пак. Колмаков. Проиграли океановцы борьбу. И вперед Рудых устремляется. Пак его там встречает. Борьба.
Освободился по Котопеке. Колмаков уже с мячом. Эх, неточная передача в направлении Шамшурина. Там мяч направил. Но здесь и гость отвечает любезностью такой же. Гарин. Иванов. Атиков. Иванов. На замахе убирает. Чудов. Рудых. И здорово, Пак. Нет, не доходит. Не доходит передача до Башурова. Аут, Океан. Атиков. Никого в центре. Негреба. Шамшурин не дотягивается до мяча. Это аут. Это аут. Океан будет бросать. Атиков. Иванов. Гости ведут мяч за боковой. Быстро на Гохвиса. Там Чубов с ним борется. Гохвис выцарапывает. Вот тут уже защитники Кельчанов. Сразу вперед. Шамшурин вверху там выигрывает. Один совершенно Колмаков. Есть пространство. Пак делает забегание, получает передачу. Там устремляется Семячкин. Пак роняет, что говорят арбитры. Штрафной. Штрафной. Или отворот? Отворот. Ну, арбитр посчитал, что это была борьба. Ему виднее. Спорить совершенно не будем. Полищук. Рудых. Пак. Рудых. Двигается. Вперед. Там Негреба не дает добраться до мяча Радкевичу. И мяч уже здесь, в центральной зоне. Колмаков. А Шамшурина. Шамшурин способен продавить. Харов. Климов. Нижников. Колмаков. Пак. Ну, неспешно в позиционную атаку Океана уже свалилась. Негреба. Не точно, защитники на месте. Гохвис своему партнеру. Захаров двигает вперед. Гохвис большими силами сейчас атакует Якутск. Гохвис бьет точно в руки Кельчанову. Колмаков. Можно отдать сразу. Поточнее бы, конечно. Не стали тут ничего защитники выдумывать. Климов в аут. Колмаков с мячом. На Шамшурина не доходит. Ох, как. Гости. Радкевич. Вперед. Там пытался так остроумно Гохвис сыграть. Не получилось. Кельчанов. Лежит у нас Негреба. Ну и первая замена у Океана.
Артем Иванов проделал большой объем работы там у себя на левом фланге, на правом точнее, и пошел отдыхать. Дмитрий Корниенко под 20-м номером вместо него появился на поле стадиона Водник. 14-я минута второй половины игры. Гарин назад своему голкиперу. Атиков. Нижников. Не прав там совершенно сейчас Егоров. Подталкивал очень жестко. Еще одна замена готовится у Океана. Чубов у мяча. Атиков. Рудых. Это очень сильно, это очень сильно. Тяжело там, конечно, сейчас было Башурова. И замена еще одна в составе Океана. Валентин Нижников. Семерка покидает поле. И Платон Бажецких. Платон Бажецких под 17-м номером. Нижников так очень активен был в начале матча, потом чуть-чуть потерялся, но свою работу-то здесь в центральной зоне выполнил на все 100. Игра рукой. Нет. Бажецких с Колмаковым. Атиков. Негреба должен быть первым, так и есть. Гарин. Угловой. Корниенко зарабатывает угловой для своей команды. Ну и нужно идти подавать. Коль ты вышел вместо Иванова. На его позицию нет. Оставляет мяч Паку. Ну, тут голкипер на месте. Простите, не Пак-то исполнял Бажецкий. Сейчас угловой. Гости. Рудых. Подустал. Тут еще его так потихонечку там придержали. И в конечном итоге судья решил, что это нарушение. Голкипера тем временем меняют команда Якутска. Владимир Юрлев и Дарик-то Циренов по 22-м номером выходит и встает в ворота, а Максим Полищук отправляется отдыхать. Ну и вместо Руслана Самшурина кто у нас вышел?
18 номер. Роман Степанов вместо Руслана Шамшурина. Шамшурин хорош, как обычно. Много работает, много тратит сил. Да, сегодня не повезло, были у него моменты. Степанов вот так оттеснил спокойненько. Но тут, может быть, чуть порезче нужно было прибавлять. Ну, смотря какую задачу поставил главный тренер команды. Божецких на фланг Колмакову. Аут. Колмаков пак. Колмаков. Отворот. Нарушение правил там какое-то усмотрел арбитр. Колмаков. Негреба пак. Как ускоряется, здорово. Семячкин прям практически вот на ровном месте раз и просто добавляет. Здорово, здорово. Божецких у углового флажка. Навес. Ух, как хорошо. Хорошо Чубов выпрыгнул. И пробил-то, собственно говоря, неплохо, но не точно. Замена. Замена в составе гостей. Иван Климов отправляется на скамейку запасных, игравший под 2-м номером. И под 21-м номером вместо него Даниэль Бичелов появляется на газоне Водника. Ну а мы продолжаем с вами наблюдать за ходом второго тайма матча Океан Находка Якутск 2-0. Гости, точнее хозяева, ведут. 0-2 гости уступают. Владислав Негреба и Роман Семячкин, соответственно, отличились в составе хозяев. Пак. Колмакова подключает. Колмаков смещается в центр. Бьет, но не критично тут все для Цыренова. Еще и ногу тянет в придачу ко всему. А там сразу два игрока. Такое ощущение, что доктор нужен. Да, доктор появляется на газоне. Если с Гамзяковым вроде все нормально, то Колмаков по-прежнему пока лежит. Ну, поднялся, вроде двигается, значит, все не так критично. Гамзяков. Нет, пока все в центре. Не
получается у Якутска быстро очень доставить мяч туда поближе к штрафной океана. Ну и сейчас назад передача. Захаров. Атиков первый на мяче. Чубов. Рудых. Бажецких подстраховывает Пака. Пак с мячом. Смещается в центр. Семячкин. Бажецких. Нет. Там четко защитники. Егоров разбирается в этой ситуации. А, Михайлов это был. Отворот. Отворот гости. Чубов. Атиков. Не сумел зацепиться за мяч. Степанов. Бажецких нет, не точно. Захаров на фланг. А вот и желтая карточка первая. И повреждения там, судя по всему, у нас. Атиков. Данил Атиков получает предупреждение. Желтую карточку получил игрок команды «Спортивная школа Океан» номер 4. Атиков Данил. Ну и Гохвист там, да, судя по всему, или нет? А, нет, 24 номер гостей. Алексей Башуров. Досталось там ему. Ну, судя по всему, все нормально. Штрафной, опасный штрафной. Стенку Океан выстраивает. Много пауз. Сейчас стало понятно, что игра уже, в общем-то, близится к концу, но еще достаточно долго играть. Хороший удар, кстати говоря. Но не точный. Кельчанов на Колмакова. Колмакова тут встречают. Однако взаимные ошибки. Ну, тут, конечно, да, сейчас придерживал. Чего там говорить, Михайлов Колмакова. Одно дело, когда борьба, и другое дело, когда в ход идут руки. Пак оставляет мяч. Чубову. Чубов сильно вперед в направлении штрафной. Что там? Нет, мяч уйдет за лицевую, отворот. Цыренов. Ну, тоже особо не спешит, видимо.
все понятно уже, наверное, в этой игре. Хотя футбол дело такое, а уж юношеский тем более, не греба. Океан из аута. Еще один аут. Ну и не разобрались там игроки Океана. Мяч уходит за боковую. Чубов на месте. Борьба. Борьба вверху. До Гохвиса мяч не доходит. Колмаков. Нет, в этот раз не получилось, но тем не менее... Тем не менее, Пак был первый на мяче, и бросать за боковой Океан будет. Божецких. Пак. Нет, не доходит передача, прервали ее. Неплохо. Пак. В центр штрафной площади. Удар. Нет, не заходит. Не заходит мяч. Защитники должны разобраться, вынести. Хороший. Хороший момент очередной. Создали игроки Океана, но разобралась защита. Негреба. Гарин. Рудых. Нельзя отдавать. Вот тут еще и на мяч наступает. Колмаков на подборе первый. Пак. Неплохо, но там Церенов разберется. Да, так и есть. Колмаков из-за боковой. И замена. Замена в составе гостей. Вместо Владислава Радкевича номер 77. Владислав Синтяков появляется на поле под 13 номером. Колмаков. Степанов. Не точно. Мяч в игре остается. Тем не менее. Только теперь уже на правом фланге атаки Океана. И еще один перевод штрафную. Но вот тут уже не точно совершенно. Уходит мяч за лицевую линию. Церенов быстро на своего защитника. Камзяков. Рудых. Пытается правым флангом гости вперед идти. Гойсман. Гойхвейс пытался. И что? Угловой заработал. Еще одна замена в составе Океана. Команде спортивная школа «Океан» замена. Вместо игрока под номером 10 Гарин Артем Гарин покидает поле. И Тимур Рябов под 77 номером выходит на газон стадиона «Водник». А Якутск тем временем с правого фланга своей атаки будет исполнять угловой. И Рябов сразу же в борьбу вступает. Гохвейс. Колмаков. Нет, тут не точно. Башуров навес. Гохвейс пробил. Ну, там высоты прыжка не хватило. И Кирчанов спокойненько мяч в руки забрал. Левым флангом Якутск.
Сохраняют игроки в синей форме мяч. А вот тут уже защитники неплохо. Ну и бежать нужно. Свежие, в принципе, вышли на замену. Степанов. Ну, конечно, нужно перебросить. Это не ввод мяча из-за боковой. Арбитр тут абсолютно прав. Якутск. Захаров там с Егоровым в центре пытались навязать борьбу. Атиков на месте. Прерывает атаку. Егоров. Океан. Из-за боковой. Далековато был отпущен мяч. А так могло очень даже неплохо получиться. Борьба у нас вверху. Гохвейс. Есть пространство. Не пустят. И все в пределах правил. Рябов на фланг. Степанов. Не очень точно сейчас на Семячкина. И тому сложно, конечно, было тут даже с его скоростью добраться до мяча. Рябов. Не Греба, Рябов. Гости из аута. Борьба вверху. И теперь уже Океан будет бросать из-за боковой. Рябов. Не удается все, не удается Якутску зацепиться за мяч так, чтобы подержать, немножко почувствовать этот вкус владения мячом. Очень ненадолго достается мяч сегодня гостям. И дальше там уже Океан в большей степени владеет мячом. Неплохо. Опять набирает ход. И едва не забивает свой второй мяч Роман Семячкин. Там уже защитники, подстраховывая вратаря, мяч. А ничего не закончилось, собственно говоря. Нет, Колмакову не дают добраться до этого мяча. Ставит там корпус Гамзяков, а Колмаков фалит в итоге. Рудых. Неплохо, но вне игры. Неплохо, но вне игры у Сентякова. И арбитр все четко видел. Все было прям рядом с ним. Поднимает флажок. Пак назад на Кельчанова. 38-я минута. Тем временем у нас стартовала второй половины матча. Кельчанов вновь. И точно в ноги Рудых. Тот входит в штрафную. Ну и Кельчанову тут приходится исправлять собственную ошибку. Исправляет. Чуть в недодачу.
Егоров. Гамзяков неплохо, кстати говоря. Играть показывает арбитр. Хотя там могло показаться, что Егорова роняли, но арбитр все видел. Колмаков. Пак. Спортивная школа «Океан». Замена. Вместо игрока под номером 5 Колмаков. Колмаков покидает тем временем поле. И вместо него под 13 номером Леонид Борисов. Ну и перебросить нужно мяч из аута, так как замена у нас происходила. Ну и остался у нас в составе «Океана» Максим Ступару. А у гостей Иван Юрченко, я так понимаю. Пак. Божецких. Егоров. Простите, Захаров, точнее. И желтая карточка. Желтая карточка. По одной желтой карточке сегодня команды пока, по крайней мере, заработали. Кто там на газоне в составе «Океана» лежит. Ну нет, все в порядке. Не понадобился врач. И замена в составе «Океана». То, я о чем и говорил. Максим Ступаров под 11. Да, Роман Семячкин, автор второго мяча в ворота Якутска, заслуженно отправился отдыхать, а вместо него Максим Ступару под 11 номером появился на газоне. Нет, не получается тут пробить. Акцентированно. Но атака не закончилась. Успеет? Да. Вырезает. Такие передачу игрок «Океана», но никого там не оказалось. Пак пытается уже. Нет, не дают. Не дают, еще раз я говорю, толком овладеть мячом игрокам Якутска. И, собственно говоря, вот это создает такой постоянный, скажем, голод. И, соответственно, даже когда атаки разворачиваются, ты не всегда готов этот мяч принимать, так как ты с ним практически не играл всю игру. «Океан», ну, скажем так, не знаю, не считаем мы процент владения, но так, на мой взгляд, 70/30. Даже сейчас уже, собственно говоря, когда осталось сыграть чуть более 2 минут основного времени матча, вышедшие на замену игру не портят, а наоборот добавляют, наверное, в нее. Свежей струи, и ничего, собственно говоря, не меняется. Так. Ох как! Неплохо! Зрячо бил. Так, ну у нас там опять. Кто там? Как раз Пак. Пробил и свело ногу. Ну, это нормально. Еще раз повторимся. Начало сезона. Как ты к нему не готовься, нужно вкатиться.
Ну, Якутия, скажем, молодцы, они не сдаются, они продолжают искать там, пытаться искать счастье у чужих ворот. Захаров сейчас зарабатывает угловой для своей команды. Рудых отправляется к угловому флажку. Наезд. Защитники на месте. Мяч уже за пределами штрафной. Ступару там Гохвиса преследует, не дает сыграть. Ступару с мячом. Передача. Запутался, такое ощущение сейчас Максим Ступару. Ну и заканчивается у нас основное время. Что там арбитр главный? Рябов выиграл в борьбу впереди. Ступару, простите. Ну, совсем просто. Степанов 3 минуты добавил к основному времени матча Денис Рязанов. Ну и они у нас уже стартовали. Океан Заута. Ну, все, собственно говоря, понятно уже в этой игре. Было больше возможностей у Океана. Более собрана команда сыграла сегодня. Чего уж там говорить. Более нацелена на ворота. И, наверное, более дисциплинирована, нежели Якутск. Собственно говоря, поэтому и результат. И моментов было-то предостаточно, которые можно было реализовывать, но вот всего 2 мяча. Владислав Негреба и Роман Семячкин. Ну, достаточно для первой победы на старте нового сезона юношеской футбольной лиги. Остальное, как говорится, это уже работа тренеров и отношение самих ребят к тренировочному процессу. Угловой. Показывают арбитры. Рудых вновь туда, к угловому флажку отправляется. Еще чуть больше минуты. Так что время есть. Навес. И удар-то даже получается. Ну, такой, без акцента. Ступару можно отдать. Нет, не видит. К сожалению, Борисов, что там Ступару был. Абсолютно один, просто забрасывай вперед и, собственно, работай. Ну, тут уже, как говорится, никаких претензий, потому что конец игры. Но всегда же хочется, да, где-то вовнутри, чтобы футболист или любой другой спортсмен увидел явную возможность обострить игру. Но это нам всегда так с трибун или из комментаторской кабины кажется, что все так просто. На поле все по-другому. Чего ж там. Ну и звучит у нас финальный свисток. 2-0. Победа Океана в сегодняшней игре. Хорошая игра. Хороший матч. Поздравляем подопечных Романа Куклина с победой. И будем рады увидеться и услышаться с вами в будущем во время наших очередных репортажей со стадиона «Водник». Будьте здоровы, берегите себя, всего самого наилучшего, живите футболом.
19 и 69 у них, 22 у нас. Владимир Никитович, ну, так, вкратце, что сегодня получилось, что не получилось. Результат, понятно, он на табло, но ваши, все-таки, как вы эту игру видите? Я эту игру, да, спасибо. Добрый вечер всем. Значит, ребята просто, конечно, старались. Не хватило, наверное, все-таки мастерства забить где-то. Были моменты хорошие. Игра веселая была, хорошая. И со стороны соперников, со стороны хозяев. Ну и наши ребята неплохо отыграли. Я думаю, что, ну, наверное, немножко подустали. Знаете почему? Потому что мы прилетели из Якутска сюда, да, и здесь у вас воздух совершенно другой, кислород насыщенно. Да, зелень, горы. А у нас там все по-другому, не хватает даже немножко кислорода, поэтому задыхаются ребята. Они не хватает, говорит, мы разговаривали, говорит, ну вот тяжело, задыхаемся, все. Вот на разминке были, задохнулись многие, не все, конечно, но многие. Ну а так ребята отдались. Я думаю, и судейство хорошее было, даже нет вопросов. Игра-то хорошая. И игра хорошая, ребята отыграли. И судейство никаких. И спасибо хозяевам, что они нас приняли очень хорошо. Гостиница хорошая, питание очень, ну, нормально, хорошее такое. Поэтому никаких нет вопросов по этому поводу. Вам удачи в будущих Спасибо матчах. большое, вам тоже всем. Всего хорошо. Большое. Максим Рудых. Макс, ну, да. Ну, проиграли, но твои вообще впечатления об игре? Да, игра очень хорошая была. Мы отдавались полностью, игроки тоже, соперники отдавались полностью. Честно, я не знаю, что нам не хватило. Все у нас было, удары, пас, все было хорошо.
Я не знаю, что не хватило. Ну, может быть, все-таки, видишь, домашняя арена немножко, как правило, помогает. Но Не это, всегда, это да, конечно, но это свои присутствует, болельщики, да. свои болельщики и так далее, конечно, помогает. Ну, у вас еще игра предстоит, я так В понимаю, Уссурийске с Локомотивом. Уссурийский, и потом ответная серия уже, когда Океан отправится к нам. Так что будет шанс поквитаться. Это точно. Успехов, Спасибо всего большое. хорошего и без травм. Роман Куклин, с победой вас. Спасибо. Как тебе игра сегодняшняя? Все ли выполнили, все ли установки? В принципе, игра была напряженная, первая игра. Всех хочу поздравить с первым туром. Очень интересная игра на самом-то деле. Ну, в принципе, ребята выполнили установку, то, что от них я требовал. Ну вот, сегодня, да, вот никто вроде не выпадал. Опять, как мне виделось. Да, но может быть где-то во втором тайме чуть-чуть подсели, но, по крайней мере, кто вышел, ребята, в принципе, справились, то, что было сказано. Да, как бы игра не стала Да. хуже. То есть Да. также Я давление думаю, что игра была интересная, довольно-таки, как бы, интересно смотрелась хорошее, со стороны. Откуда у вас вот такой человек появился в этом году? Ну, у нас же сейчас в этом году можно 6-го года ребят добавить, и я 5 человек взял 6-го года. Ну, интересные, как бы, ребята, хорошие. Да, Ладно, хорошо. Роман, Спасибо с первой большое. победой в сезоне. Спасибо. Удачи в будущем. Так, Роман Семячкин, автор второго мяча. Ром, откуда такой? Занимался легкой атлетикой Нет, это от природы все. от природы? Да. Но тебе не обидно было сегодня, когда там пару раз давал такие моменты для Руслана, а он просто там где-то не успевал, где-то чуть не расторопно. Ну, конечно, обидно было то, что стопроцентные моменты можно было забивать, а он не забивает. Но это игра, это футбол, все понятно с этим. Какие вообще, думаешь, перспективы у команды? Понятно, что по одной игре это сложно говорить. Как вообще настроение внутри коллектива? Но команды настроены на победу, в том числе и мы. Мы задали цель на этот сезон, и мы ее придерживаемся и должны выполнить. Удачи, хороших мячей, хороших матчей. До свидания.